Прадукцыя беларускага расследавальніцкага цэнтру для Белсат ТВ. Эканамічны трыумф абвяшчаюць улады, але пры гэтым папярэджваюць, што рыхтавацца трэба да найгоршага. Таксама пра санкцыі кажуць, што яны нам як слану драбіна, але з другого боку папярэджваюць, што зіма блізка. Вось такія супярэчлівыя пасылы гучаць з нарадаў ураду па выніках гэтага эканамічнага года і іх прагнозах на год наступны. Што ж гэта ўсё азначае, што насамрэч адбываецца ў эканоміцы, як гэта ўсё будзе адбівацца на нашых з вамі гаманцах. В эфіры перадача «Экономика с Чалом». З вами уласна Сергей Чалы. Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Такой, знаешь, гэмблер-слаг. Везение игрока в казино, да? Это любовь за гроши. Да, именно. Очевидно, что они ее боятся. Они прописывают это как возможный фактор. Они заговаривают ее. Нужна еще одна модернизация. А жили 2 года добрые. Совершенно верно. Красные линии, за которых мы не перейдем, да, то есть они как-то оказываются постепенно проходимыми. Итак, на пачатку традыцыйна навіны з палёў. І галоўная навіна – гэта санкцыі. Чарговы пакет санкцыяў, уведзеных за міграцыйны крызіс. Наколькі гэта ўвогуле істотны будзе удар па беларускай эканоміцы і наколькі істотны чыннік па ўплыве на беларускія ўлады? Вот как раз-таки по поводу анализа влияния этих санкций. Величина, то есть по-прежнему очень большие разбросы в оценках. Очень смешно было наблюдать, как власти очень по-разному, буквально с разницей в несколько дней, относились к этому новому пакету. Лукашенко, как мы знаем, в интервью Киселеву, вот этот, значит, «Россия сегодня», сказал, что он даже не поручал считать. Это мизер даже, я и не поручаю считать, потому что дороже будет посчитать. Затем выступал по телевидению в очередной раз, это уже буквально за короткое время, вице-премьер Крутой говорил о том, что по их подсчетам, значит, объем подсанкционного экспорта это 250-300 миллионов долларов. Но, скажем, оценки, которые я видел в Еврорадио, исходя из объемов поставки подсанкционных товаров на рынке стран, которые, собственно, эти санкции вводили, то есть по их подсчетам получалось 800-900 миллионов долларов. Так вот, я по поводу как раз вот этого санкционного давления. То есть буквально с разницей в несколько дней. Сначала мы говорим о том, что это пренебрежимо малое влияние, затем появляются какие-то робкие оценки, затем происходит совещание по социально-экономическим вопросам у Лукашенко, это большущее. И там уже речь идет о том, что это чуть ли не главный фактор, который там будет проблемой белорусской экономики на следующий год. Ровно как признали, что да, действительно, говорит Головченко, это экономическое чудо, да, действительно, это рост экспорта, который мы не предвидели, это на самом деле так. Сами власти не рассчитывали на такой, значит, подарок. Вот, как там Головченко высказался. Можно говорить, что нам везет, но везет тому, кто везет, да, то есть как бы, такой, знаешь, гэмблер-слаг, везение игрока в казино, да. И ровно так же, как внешний фактор был определяющим в оценках происходящего на этот год, ровно так же он фактически является основным в прогнозах на следующий год. То есть вот Крутой называл на телевидении в своем интервью, что будет 4 фактора влияния, значит, санкционное давление – это первое. Второе – это коронавирус, это тоже, считаю, внешний фактор реакции мировой экономики на него, потому что в действительности сейчас даже МВФ начинает говорить о том, что в зависимости от того, как вот эта значит, международная обстановка с новыми штаммами будет развиваться, возможно, им придется понизить прогноз мировой экономики на следующий год. Коли снова будут жесткие локдауны. Да. Значит, третий фактор, который он называет, это внутренняя мобилизация источников внутри страны, там экономия. Да, это то, что Лукашенко на этом совещании заказывал. То есть проверьте, все ли там ужались там, и так далее, и так далее. То есть нужно проинвентаризировать все источники и прочее. И четвертое – экспорт, сохранение темпов внешней торговли. То есть из 4 факторов, которые
определены на следующий год, 3, они все целиком внешние, которые от нас, по большому счету, зависят довольно мало. Вот эта вот история с экспортом, она чрезвычайно важна, оказывается, не только ради того, чтобы отрапортовать, смотрите, какие у нас там рекордные там, за последние там, больше, чем 10 лет ситуация с внешнеторговым сальдом, действительно положительная, это так. Что улучшилась ситуация с состоянием бюджета, это тоже правда, мы видим, да, то есть планировали большие минусы, сейчас по итогам января-октября небольшой плюс, там 300 миллионов белорусских рублей, ну, то есть даже небольшой профицит. А дальше начинается очень важная вещь, а именно, когда власти отчитываются о том, что, смотрите, нам же удалось переломить тенденцию на валютном рынке, что, в общем, частично правда, да, то есть произошло, население перестало быть нетто-покупателем валюты. Я патлумачу на секундочку простымі словамі, што настолькі сталі прывабнымі стаўкі па рублёвых дэпазітах, што яны іх пачалі часова пераводзіць у рублі, каб атрымаць прыбытак з этого, але прыбытак канвертаваць назад у доллары. Да. То есть, несмотря на все разговоры о том, что, как Лукашенко отчитывался, смотрите, мы же видим это доверие к белорусскому рублю. Это любовь за гроши. Ну, именно, да. Это противоположно тому, что делал Нацбанк в предыдущие годы, когда действительно это доверие возвращалось. Платить вельмі шмат за то, как принимали гроши в рублях. Вот, да. Но то же самое они говорят о негативной тенденции на депозитном рынке. Хотя на самом деле, буквально, если даже смотреть последний бюллетень Нацбанка, там он регулярно указывает сумму так называемых других депозитов, но это не расчетные счета, да, не карточные деньги, там, а депозиты срочные, фактически. И там видно, как в действительности общая сумма их, она последовательно снижается, что население, что... то есть это, в общем, по большому счету, как вранье, попытка выдать желаемое за действительное. Они же не зря, еще раз говорю, занимаются вот этими заклинаниями. Судя вот по вот этим всем выступлениям, и тексту Лукашенко, который он зачитал, и то, что говорит Головченко, они понимают, что психологические факторы, которые на самом-то деле определяются фактором доверия к политике, ну, то бишь, это же фактически следствие политического кризиса, да, кризиса разрушения институтов, кризиса разрушения доверия к этим самым институтам со стороны экономических агентов. Это и есть главные факторы, которые были негативные. И их действительно удалось перебить только благодаря вот таким разовым вещам, ну, вот чуду, по большому счету. И поэтому они говорят о том, что, смотрите, нас снова начинают говорить о том, что сейчас у нас будет хуже, но вот тогда же они были неправы, так же они неправы будут сейчас. Помнишь, мы даже разбирали специально теоретическую статью в «Банковском вестнике», которая на случай чего, да, приписывала, то есть если что-то случится на валютном рынке, то это будет как бы всякими разными внешними силами, телеграм-каналами синдуцированная паника. Мы уже говорили тогда, что в действительности в ситуации нормальной, в ситуации, когда нет никаких вот этих фундаментальных проблем с доверием к национальной валюте, доверием к банковской системе, тогда не работает никакая индуцированная паника. Она довольно быстро гасится, ну, потому что она есть способ заработать для тех, кто играет против нее. Вот. Здесь же очевидно, что они ее боятся. Они прописывают это как возможный фактор. Они заговаривают ее, говоря о том, что, смотрите, тогда же не сработало, да, волки-волки. Но мы же помним, на самом деле, это, кстати, довольно дурацкая аналогия. Мы же помним, что рано или поздно волки-то появились, да. То есть можно сколько угодно говорить, что, значит, как это, вот тогда... Тогда кричали «волка не было волка», да. А это не значит, что волка не будет теперь. Абсолютно точно. Почему власти вынуждены в планах на следующий год говорить о том, что мы, так сказать, закрепим достигнутое и пойдем дальше в экспорте? Потому что они прекрасно понимают, что во многом экспорт спас их от гораздо более серьезных проблем. Внутренних. Конечно. И если его не будет на следующий год, то все эти проблемы проявятся. И по большому счету получается, что несмотря на то, что даже Лукашенко, который говорит о том, что ну, мы не будем на следующий год планировать чудо, да, то есть давайте где-то вот сохранимся примерно на этом уровне, может быть, чуть-чуть прибавим там, и так далее. Но все равно, еще раз говорю, им приходится прогнозировать вещи, которые, скорее всего, маловероятны, но которые крайне им нужны. Вот что говорит Лукашенко. Упускать момент, чтобы заявить о себе, нельзя. Будем интенсивно наращивать валютную выручку, получим крепкий белорусский рубль. Население перестанет осторожничать
и предложит свои деньги в депозиты или облигации. Так поступательно нарастим базу для длинного инвестирования. Действительно, это после того, как ты это оказал несколько раз в наших новых передачах. Почему говорит об этом Лукашенко? Если не обновляться, то через 3, 4, 5 лет будем в аутсайдерах по конкурентоспособности. То есть это угроза, и вот тут, пожалуй, я готов с ними абсолютно согласиться. Вопрос только, конечно, как обновляться и на что тратить эти деньги, действительно ли они повышают конкурентоспособность. Но то, что длительная инвестиционная рецессия на несколько лет способна на очень долгие годы, да, создать вот эту вот яму, из которой очень сложно будет выбираться. Да, технологично. Конечно, да. Ну и, как мы знаем, просто недоинвестирование даже в базовую инфраструктуру – это очень опасные вещи, потому что потом тебе приходится тратить очень много. Именно поэтому там как раз... Плюс аварии коштуют дорожей. Конечно, я же про это и говорю, да. Лукашенко говорит, старый инвестиционный цикл закончился, нужно новый запускать, потому что длительная инвестиционная рецессия – это опасно. Сам же Минэк говорит о том, что да, хорошо, эти инвестиции надо наращивать, но пускай главным источником этих инвестиций станут улучшившиеся положение предприятий, финансы самих предприятий. Момент, на который нужно обратить внимание, который ставит под сомнение реалистичность планов именно правительства по поводу вот этих новых инвестиций и источников, из которых они будут финансироваться. Как смотрят предприятия, ну и курирующие эту модернизацию чиновники на нее. Казалось бы, старое еще октября 2017 года постановление о неначислении амортизации в процессе реализации инвестиционных проектов сейчас начинает внезапно очень активно использоваться. Это, казалось бы, маленький момент, но он выдает истинные цели, вот, как сказать, использования модернизационных кредитов. Абсолютно верно. Смотри, если бы твоя задача действительно состояла в том, чтобы сформировать основные средства, которые в будущем будут тебе приносить прибыль, да, там, и так далее, то обычно, традиционно используется ускоренная амортизация. Вначале тем самым понижаешь свою, как бы, бухгалтерски свою прибыль вот в первые годы ради того, чтобы в будущем работать более эффективно. Я на всякий випадок скажу ще примітивнішими словами, ці слушно я зрозумів, що ти купив станок, а станок у тебе ще амортизується, це значить, поводле бухгалтерських книг, він губляє вартість кожен год, да. поки його вартість не обнуляється, це значить, що треба купляти знову станок. Да. І, звичайно, люди після того, як купили станок і заплатили за його реальні гроші, і вони собі налічують в бухгалтерію наступні годи високий ізнос цього станка, тому що це списується з податків, щоб не платити великі податки обычно... і дивіденди от в перші годи після модернізації, коли тільки що потратили великі гроші. Да, ты правильно здесь заметил, это действительно уменьшает налогооблагаемую базу, и поэтому обычно это требуется отдельное разрешение властей. Они говорят, мы для того, чтобы стимулировать инвестиционную деятельность, для того, чтобы вам создать какие-то стимулы для этого, позволяем это делать. А у нас наоборот. А сейчас используется активно противоположный механизм. То бишь, давайте мы эту амортизацию не будем начислять там первый год, отнесем ее на потом. Что в результате получается? На самом деле, как бы... Завышается прибыток бухгалтерский. Именно. То бок мы промодернизовались, и тут же в наступный год, коли ще эффект тут и рановато быть, мы показываем оба эффект. Да. Мы заробили великие прибытки, а праз некалькі гадоў, калі реально повинна чуться этот эффект, мы кажем, включаем амортизацию и кажем, глядите, у нас ухудшилась ситуация, нужно еще раз, да, нужно еще одна модернизация. Пожили 2 года добре. Совершенно верно. Интересы государства и интересы чиновников, они, в общем, не совпадают между собой. Власти говорят, окей, мы видим, у вас улучшилось финансовое положение, мы рассчитываем, что вы свои прибыли будете использовать на модернизацию, на как раз увеличение долгосрочной стоимости, потому что иначе мы отстанем, да, нужно техническое перевооружение. А они скажут, что... Они говорят, нет, у нас обратная задача. Мы хотим, чтобы модернизация стала целью увеличения нашей прибыли, понимаешь? То есть и вопрос, как бы, во что это все обернется, опять же, как показывает практика предыдущих вот этих инвестиционных циклов и модернизации, побеждают все-таки распиловочные проекты. Отдельный вопрос – это была, значит, ситуация с государственным долгом и его погашением.
Вот что говорит Лукашенко. Беларусь заўсёды была і будзе бездакорным платнікам у сваіх абавязаннях, нягледзячы ні на якія цяжкасці, мы не маем права страціць гэтую рэпутацыю. И даже примерно понятно, почему он так делает, потому что они говорят, мы понимаем, кто является главным нашим заемщиком, кому больше всего сейчас денег нужно отдавать, мы понимаем, что это Россия, больше денег неоткуда получить, и должны мы больше всего России. И мы как-нибудь, говорят они, с Россией договоримся. И вот что подразумевается под словами «договоримся»? Договоримся на рефинансирование или придумаем еще что-то? Значит, и неожиданно еще зачем-то Лукашенко в своем интервью, которое он давал Киселеву, напомнил о своем отношении к приватизации, продаже белорусских предприятий. Помнишь такое? Он начал вспоминать историю МАЗа и КамАЗа, где он... Именно. Казалось бы, к чему это все? А речь же там была какая? Он говорил о том, что какие условия поставил. Вот русские хотели сразу давай нам долю в собственности, а я говорил, сначала вы давайте вместе, у вас же денег больше, включая кредитных ресурсов, давайте вы подтянете МАЗ до уровня где-то КамАЗа, мы где-то будем подтягиваться. То есть вы сначала вложите деньги, вы сначала промодернизируете, вы совместно с нами, увеличите сбыт, а потом по прошествии 3-5 лет мы посмотрим, стоит ли, работает ли это, и будем, тогда говорить о том, продавать ли долю собственности. Очевидно, глупо вкладываться в актив, в увеличение его стоимости до того, как ты его приобрел. То есть фактически тебе предлагают сначала, ты мог бы это купить за рубль, нет, вложи, улучши, сделай так, чтобы он стоил 2, и мы тебе продадим не за рубль, а за 2. А может быть, и иншим. Например. То есть, это абсурд, так это никогда не работает. Но очевидно, что этот вопрос в очередной раз начинает подниматься. Такая же, на самом деле, важная подвижка, мне кажется, по поводу позиции единой валюты или перехода на российский рубль. Разные версии. Мы же помним, что Лукашенко до этого говорил о том, что эта проблема вообще не поднимается. Мы договорились не обсуждать даже. Цель такой вообще не ставится. И Путин такой сказал? Да. Скорее Лукашенко говорил, что Путин так говорил. Теперь же Лукашенко говорит следующее. Никаких пределов для интеграции нет. Значит, этот уровень введения единой валюты, это более высокая интеграция, к которой мы еще не подошли, но подходить к нему надо степ-бай-степ и так далее, постепенно. И, говорит, нужно это делать как... И дальше уже начинает ставить условия, каким должен быть эмиссионный центр, он должен быть общим, он не должен быть российским и так далее. То бок из всего этого вынікае, што рыхтуюцца да цяжкіх часоў на наступны год, так ці інакш, нават калі не будзе істотнага спаду ў сусветнай эканоміцы, разумеюць, што экспартны цуд закончыўся. У сувязі з гэтым разумеюць, што прыйдзецца пазычаць у Расіі. Расейцы падобна, што из гэтых рэплік кажуць, слухайце, дык давайце, у вас прадпрыемствы ёсць, у вас уласна ёсць беларускі рубель, который можна было зрабіць расійскім, а Лукашенко на это кажа, што ничего не выключаем. Все, да? В принципе, на все готово. То есть постепенно сдаются эти как Лукашенко говорил, красные линии, за которых мы не перейдем, да, то есть они как-то оказываются постепенно проходимыми. То есть у меня даже есть такое ощущение, что одной рукой мы говорим о том, что готовьтесь, будет хуже, при этом планируем, помнишь, как завещал в свое время Кирилл Рудый, да, что все больше экономические планы правительства становятся основанными на прогнозировании маловероятного и очень благоприятного события. То есть вот оно фактически расчет на то чудо, которое не будет уже на следующий год, но при этом, скорее всего, какое чудо подразумевается? То, которое мы будем вымаливать в России. И когда мы читаем оценки, скажем, санкций и то, как они повлияют на следующий год, например, у других экономистов, довольно широко разошлось мнение Льва Львовского из Бюрок, да. В конечном счете его вывод очень простой, к которому мы по большому счету уже подошли, что все будет зависеть от России. Если Россия будет благосклонна, будет замедление экономического роста. Если нет, получим полноценный экономический спад. Все в конечном счете будет зависеть от воли России. И калі зусім простыми и конкретными словами на наших с вами гаманцах, як это будет отбиваться в оглядной будущее? А то, что на самом деле является правдой, это то, что ребята, режим экономии, живем не богато, будем стараться делать все, чтобы вы на небольшую свою зарплату что-то сумели купить.
У нас задача, на самом деле, запуска нового инвестиционного цикла. Вот модернизируем производство, да? Вот тогда-то и заживем. А сейчас у нас нет слишком много денег для того, чтобы вам отдавать. Но мы же только что разобрали, что на самом деле эта модернизация не принесет вот этих долгосрочных эффектов и запуск этого нового инвестиционного цикла. Потому что на эти деньги уже другие люди претендуют. То есть в конечном счете результатом станет то, что власти сами говорят: ребята, ну не рассчитывайте на то, что будет лучше. Даже если произойдет какое-то чудо, мы там договоримся с Россией, мы там еще что-то вымолим, а произойдет какой-то там рост экспорта или что-то еще. Маўляў, гэта не для вас. Экспертны суд, это для нас. Да, это для нас. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», Подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. с вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До сустрэчы. Всего доброго. Гэтая праграма была створана беларускім расследавальніцкім цэнтрам для Белсат ТВ.